череде крупных событий и памятных дат российской истории наступил значимый юбилей. Сегодня исполняется ровно 300 лет со дня образования российской полиции. В системе государственных органов правопорядка особое место в регионе занимает МВД Ингушетии, сотрудники которого с гордостью и честью носят звания офицеров и не жалеют жизней ради спокойствия и безопасности жителей республики. Репортаж Ирины Тичоевой. Редкие кадры. 1993 год. Создание первой патрульно-постовой службы Ингушетии. Новой республики в те годы органы правопорядка были просто необходимы. Энтузиазм и желание пригодиться родной Ингушетии было выше. Плохие условия, кабинеты в основном располагались в вагончиках. Теперь обо всем этом Ахмед Тамбиев вспоминает с улыбкой. Подполковник признается, порой приходилось ночевать на морозе. Техническое обеспечение также было, можно сказать, на нулевом уровне. Слабое было, но тем не менее никто не жаловался на это, ни на условия, ни на тяготы службы. Люди шли, зная, что будет трудно, и что республика становится со временем, все это изменится в лучшую сторону. И мы увидим, что это действительно за эти 25 лет изменилось намного лучше. У нас такое здание сегодня. Мы раньше ютились в вагончиках. Сложная обстановка в регионе в разные периоды, потеря боевых товарищей. Несмотря на все тяготы службы, сотрудники не поменяли свои погоны. И, как отмечают, сотрудники, как правило, не уходят. Их работа по-своему интересная. Помимо ужесточения штрафов и мер наказания за нарушение правил дорожного движения, сотрудниками ГАИ проводится немало профилактических мероприятий. Само празднование, работу сотрудников мы в этот день. Мы делали первый день сюжета. Давай тоже сюжет именно вот где будут празднования, основные мероприятия проходить. Работу сотрудников поснимать и тоже где-то потом. Хорошо. Пока хозяйки готовят праздничное меню на Мархаж, в ГАИ тоже по-своему готовится к празднику. Только вместо блюд меры контроля за движением. Руководит госавтоинспекцией Валерий Ладыгин совсем недавно, но уже успел заслужить уважение коллег. Сегодня утро у нас началось с развода, на котором я зачитал поздравления от министра внутренних дел Российской Федерации, генерала полиции Колокольцева. Поздравил сотрудников, нацелили, сами себе нарезали задачи, которые будем выполнять в ближайшее время. Ну вот. А что хочется пожелать сотрудникам или гражданам? Гражданам безопасной езды, а сотрудникам добросовестно нести службу. Естественно, не обходится. Инспекторы по пропаганде дорожного движения едут на очередной рейд в Гамурзиево. Их уже ждет там мобильная группа. Зара Ужахова на этой работе трудится уже 8 лет. Работа с нашим населением немножко иногда бывает и трудной, потому что не каждый идет на контакт. Но каждому человеку мы находим свой определенный подход, потому что не все сразу воспринимают то, что мы хотим им объяснить. И стараемся в более спокойной форме донести до человека, что соблюдение правил – это первоочередно, если мы управляем транспортным средством или являемся пешеходами. Взвод быстрого реагирования работает на очередном участке. Благодаря особому графику сотрудников недавно поменяли форму, но сохранили главную символику. Мы проводим плановые рейдовые мероприятия для выявления таких правонарушений, которые способствуют аварийной ситуации в республике. Большинство бывают такие нарушения, как выезд на встречную полосу, скорость. А так мы еще выявляем такие нарушения, как заведомо подложные номера, без госномеров. ГАИ, вот все эти структуры нам обязательно нужны. Без них нельзя никак. Один умный, второй подчиняется, третий не подчиняется правилу. Без них нельзя никак. Они нам очень нужны. Поздравлять Дуакана, чтобы они нам верно служили. Сегодня уже видим, что наше население более чем прислушивается к словам госавтоинспекции. Мы начинаем соблюдать правила дорожного движения. Это нас радует, потому что наша работа не проходит пустую. Все-таки мы идем к тому, что у нас будет порядка больше. Но, к сожалению, есть категории, которые все-таки не соблюдают правила дорожного движения. Но до них, скорее всего, тоже до их сознания дойдет. За пару часов рейда сотрудники взвода уже успели снять несколько тонировок.
парковок, оштрафовать и составить протоколы. Здесь они пробудут недолго. В городе немало оживленных участков. Внимание! Внимание! Всем постам мобильным группам! Ирина Цычоева, Майрбек Миржоев. Новости 24.